Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я являюсь ведущим экспертом Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Жираева. Современный мир постоянно меняется. Меняется быт, мода, культура. Новое время всегда диктует новые профессии. Например, сейчас появилась новая специальность блогера, и стали востребованы профессии, связанные с цифровыми технологиями. Наш центр предлагает вам перенестись в прошлое и вспомнить, возможно, забытые профессии. Но некоторые из них сейчас трансформировались или поменяли свой функционал. В нашем центре более 40 тысяч видеодокументов. Более 1000 из них посвящены людям труда. С берега на берег. Иркутская студия кинохроники в 1965 году в Алекнинске сняла работу мужчины с необычной профессией. 25 лет трудился на большой воде перевозчик Петр Иванович Корнилов. Алекминчане не раз становились героями сюжетов кинохроник. Эти лица для потомков увековечил оператор студии кинохроники Никандр Савинов. На момент съемок Петр Иванович работал на переправе и перевозил людей с берега Лена до острова Кылла. 29 километров по прямой с Алекнинска. На войну и с войны. На свидание и домой. Мальчишки и девчонки уезжали в большие города и возвращались учеными, инженерами, капитанами. С берега на берег, и в дождь, и в ветер, и в стужу, и в холод перевозчик Петр Корнилов всегда был предан своей лодке, а значит и своему редкому ремеслу. При любой погоде работал и письменосец Кириллов, который на этих кадрах спешит на оленях к Витимо-Алекнинскому аэродрому. Эти уникальные кадры 1937 года и первые документальные свидетельства работы письменосцев в Якутии. Именно так раньше называли почтальонов, которые разносили только письма. Рождение почтовой службы в Якутии относят к 1733 году, когда был открыт Иркутско-Якутский почтовый тракт. Уже в 1886 году были открыты первые почтовые конторы в Якутске, в Алекнинске, Нахтуйске и Витиме. К концу 18 века трактовые почтовые станции, на которых обычно стояла одинокая изба, постепенно превращались в селения. Приезжали новые люди. На этих кадрах Кириллов доехал до места посадки самолета, который привез посылки, письма для жителей таежных поселков. Оператор Матков отснял процесс загрузки корреспонденции, а это большие килограммовые мешки, после которого Кириллов продолжает свой долгий и нелегкий путь до жителей сибирской тайги. Кстати, именно так доставлялись в разные уголки Якутии и первые бобины с кинопленками. И об этом знают не понаслышке киномеханики, работавшие в северных районах Якутии, которые крутили кино в стадах в отдаленных северных районах. Сейчас в кинотеатрах все автоматизировано, а раньше киномеханики ездили по всей Якутии. Особое внимание уделяли наиболее отдаленным точкам, где жили и работали рыбаки, охотники и оленеводы. На этих кадрах киномеханики Красного Чума приехали в стадо Гаврилевых. Каждый приезд – это всегда праздник. Тяжелые бобины с 16-миллиметровыми пленками, установка оборудования, зарядка пленкой, интересный кинорепертуар – все это вносило особую атмосферу в суровые трудовые будни оленеводов. Киномеханика – это призвание, отмечают работники кинофикации, проработавшие много лет в этой сфере. Звук аппаратуры и динамика в кинобудке навсегда привила любовь к киноискусству многих мальчишек и девчонок, которые потом навсегда связали свою жизнь с киноискусством. Поступали в Якутскую школу киномехаников, возвращались в родные наслега специалистами и оставались работать в кинотеатрах, крутить кино. В новом кинотеатре Амга готовится к очередному сеансу. Все как в обычном кинотеатре. Только афиши приходится менять чаще и думать о том, как же привлечь зрителей. Кинотеатр Амга был построен по инициативе общественности и Якутского управления кинофикации судным способом. Это означает, что он прежде всего должен окупить расходы, затраченные на строительство. На двойной спрос и отдача двойная. Фестивали, тематические вечера и выставки сразу сделали кинотеатр любимым местом отдыха амгинцев. По мере развития общества необходимость в некоторых профессиях неизбежно пропадает. Востребованная несколько веков назад профессия сейчас уже история, но они до сих пор вызывают живой и неподдельный интерес. На сайте нашего центра вы можете найти еще больше интересных аудиовизуальных документов. Мы регулярно публикуем исторические кинокадры в наших соцсетях. Смотрите нас на платформе Дзен, Рутуб, YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вы везде найдете нас по названию «Кинохроника Якутии». Или просканируйте QR-код, который видите на экране. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно!